такие ямы с водой стоят. Жители села Перепелкино жалуются заместителю председателя Госкомнадзора на бездорожье. Они более 20 лет ждут асфальтирования дорог. После каждого дождя утопают в грязи, а после обильных ливней улицы просто уходят под воду. Ни продуктовые машины не могут проехать, ни другой транспорт. Даже школьники не могут проехать. Без дорог живут в селах Победное и Азовское. По словам жителей, все дороги напоминают полосу препятствий. Школьникам приходится прыгать через лужи и канавы. По улицам невозможно пройти. Жители просто оказываются вне зоны доступа. Скорая не заезжает, мусорка не заезжает. Дети не могут ходить ни в школу, ни в садик. Выходим в галошах, одеваем в обувь пакеты детям. У нас сейчас более 50 маленьких детей. Вы даже себе представить не можете, как они ходят в школу. Это наша самая большая проблема. Вот у нас и мечеть есть. Хотят сделать и стройплощадку. Мы очень рады. После делегация направилась в майскую школу с крымско-татарским языком обучения. Здесь не хватает помещений. С каждым годом численность учеников увеличивается. Уже в этом году в первый класс подано около 40 заявлений. И мы обратились с обращением в комитет с просьбой построить нам здание, где у нас будут мастерские, спортзал и кабинет для начальных классов. Эльмар Мамбетов поручил руководству администрации Джанкойского района до 22 июля включительно направить по всем объектам письменные запросы в Министерство строительства и архитектуры Республики Крым и в адрес председателя Госкомнадзора, после чего Государственный комитет подготовит инвестпаспорта. Мы со своей стороны будем ходатайствовать, чтобы мы могли внести их как раз-таки в проект соглашения, федеральную целевую программу включить. Это в первую очередь строительство дорог с свернутым покрытием 3,8 километров. И что касается строительства второй очереди школы, которая у нас в Майском. Мусульмане Джанкоя показывают Эльмару Мамбетову 3 земельных участка. Решается важный вопрос – предоставление земельного надела под строительство соборной мечети. Жители уже 20 лет просят местную власть законно выделить участок в городе при въезде напротив храма. Сегодня приехал Эльмар. Я думаю, мы пришли к единому мнению. И если они согласятся и дадут нам этот земельный участок, мы построим здесь, иншаллах, соборную мечеть. Ведь много мусульман живут именно вот в этой стороне города. Строительство 72-квартирного жилого дома для репатриантов отстает от графика. Строители только приступили забивать сваи. По словам подрядчика, на этом участке был старый фундамент, а после его демонтажа появились грунтовые воды. То есть вот этот аванс, который был выделен частично, он пошел на демонтаж вот этого старого, еще при правлении, которое делали, старого ростверка. Вот. Ну и, соответственно, когда мы открыли, пришлось глубже копать, чтобы демонтировать эти вот сваи. Открылись у нас ключи, здесь родники у нас рванули. Да, здесь пошла вода. Строителям нужно забить еще 67 свай. Если подрядчик не выполнит эти работы до 25 июля, контракт может быть расторгнут. Государственный комитет данную ситуацию держит на особом контроле. Эта ситуация также находится на контроле у главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксенова. Мы со своей стороны себе ответственность не снимаем, понимаем, что есть, конечно, и уважительные причины, но необходимо свои обязательства выполнить в полном объеме. Стройка дома началась в 2017 году. По графику работы должны быть завершены в конце 2020-го. Султания Истакаева, Герай Абдуллаев, телеканал Миллет.